прекрасно сложилось в таком ключе, что мы не опустили руки, не вышли с проигравшими, побежденными после такого неудачного полуфинала, нашли в себе силы и эмоции выйти, бороться, биться и сыграть очень достойно с соперником, который в полуфинале 2:2 чуть не обыграл команду Фенербахче. Очень сильный соперник. Но тем не менее, нашли в себе силы сыграть в первую очередь в защите, что нам удалось сделать в полуфинале с командой Галатасарая. Well, I'm really glad that we played the way we played today, that we didn't put our hands down and found the strength inside of us, and we fought on the court and beat a really great team that almost beat Fenerbahce in one of the games. And so I think we showed a great defense today, and I'm really glad that we won the third place game. Есть вопросы? Are there any questions? Well, basically the same here. I think it was important for us to get back on the horse, as difficult as it was, to come out and play the way we can play. Obviously everybody's still disappointed because we feel we had a shot here, but I think it was important for us, for our own sake, for our psyche, to come out and play the way we can, and we did, and I'm really proud. I think Olga played a great game. Others did, and overall our team effort was back where it should be. And now we just got to move forward, as difficult as it is, and focus on the Russian league. Thank you. Для нас было очень важно победить сегодня, вернуться и к той игре, которую мы можем демонстрировать. И психологически было сложно, конечно, настроиться на эту игру. Игроки до сих пор расстроены тем проигрышем, который был у нас в пятницу. Но, тем не менее, мы победили, это хорошо. Сегодня вся команда действительно продемонстрировала вот такую хорошую попытку выйти и приложила много усилий для этой победы. Нам сейчас нужно сфокусироваться, сосредоточиться на российском чемпионате и продолжать борьбу там. Вопросы, пожалуйста, если есть. Вопрос же касается будущего. Кто из лидеров ГНК имеет контракт действующий на следующий сезон? И хватает ли команда каких-то, не знаю, может быть, точечных изменений в целом уже на победу в следующем сезоне? Или как бы достаточно даже этого состава, только может быть там The question regards the future season. Other players who already have running contracts for the next season, or do you need to make any changes in the roster for the future win in the EuroLeague? Well, in general, this is a question for our general manager, because I'm not the person. I'm aware of that, but the person to ask is our general manager. But I can tell you that much, that 90% of our teams resigned. We have, I think, 1 or 2 open spots, and we're about to close those in short time. But all details, please address them to our general manager. Ну, такой вопрос нужно в первую очередь задавать генеральному менеджеру, директору команды. Со своей стороны, то, сколько я могу поделиться информацией, я могу сказать, что 90% игроков переподписаны, у нас остается 1 или 2 открытых места, которые мы в ближайшем будущем заполним какими-то другими игроками, но такие вопросы подобные, пожалуйста, задавайте директору команды. Вы довольны игрой Попова? Она сегодня очень хорошо вошла в игру. Very satisfied with Tanya Popova's play tonight, because she showed really good. Yeah, she is a defender for us, someone who brings energy and toughness, and that's exactly what she did when we needed it. That's her role, and I'm usually satisfied with her. She may not get a whole lot of minutes, but look at our roster. We have a lot of players. She fulfills the need, and many times she gets in the court, I can bank on her doing what she's supposed to, what she did today. I know she's a fine little player, and
she helped us today for sure. Да, я очень доволен игрой Тани, она всегда показывает очень сильную защиту, игроков всегда завязывает, физически очень сильно играет. И я могу рассчитывать в тот момент, когда она выходит на площадку, что она сделает то, что я от нее прошу. И в общем, всегда, когда она выходит и играет, я очень доволен ее показателями. Даже если она не забивает огромное количество мячей, тем не менее, ее стиль очень меня устраивает. Any other questions? Вопрос к тренеру. На большинстве матчей финала 8 ГМК часто испытывал определенные проблемы именно в первой четверти. Это что, связано как-то, не знаю, тактическим планом игры, с каким-то, может быть, физическим проблемом. По большому счету во всех матчах, кроме матча с Буржем группе, в первой четверти складывалось либо ничья, либо победа. In the most games during the final 8, the UMFC struggled a little bit in the first quarter. How would you explain that? Is it just a mental thing? Is it physical readjustment? Well, I cannot completely agree with that statement. Meaning against Gala, we certainly struggled in the first quarter. We're playing good teams here, and there's top 8 is a top level in women's basketball, and they're all coming out and they're ready to play against us. And most quarters are tight. We've not been behind, with the exception of Gala, or found a way in. But then we'll usually take the game over and dominate in the second quarter, and then throughout. And I think in the Gala game, the problem was that Gala pretty much did to us what we do to other teams in the first half, and we kind of choked. Because we're not used to it. But for the most part, I think we're playing good teams, playing good players, and we first have to figure out what it is that on a given day that you can take advantage of, and then you capitalize on that. And then in the second, third quarter, we usually go past people. So that would be my read on that kind of scenario. Я не полностью согласна с этим утверждением. Действительно, в первой четверти в игре против Галатасарая, да, мы испытывали определенные проблемы, и Галатасарай, в принципе, сделал то, что мы обычно делаем с другими командами в первой четверти. Обычно они просто идут очко в очко, но уже к началу второй четверти мы берем инициативу в свои руки и, в принципе, решаем исход игры. Но в данном в финале 8 нужно просто учесть те ошибки, которые мы сделали, что-то для них вынести для себя полезное и продолжать пользоваться вот этим опытом в будущем. Дайте, пожалуйста, оценку по турниру своей команды довольны? Can you please evaluate the team, like their performance in the tournament in the final 8? Are you content with what they showed? Well, I mean, with the exception of one half, I'm very satisfied with our play. I mean, we pretty much played well. I thought coming in, the first game would be critical because in the month of March we had no real substantially good game. Pretty much only trained. We came in, we played well against Orenburg, had a very good game against Bosch. Then we were in Prague, a little bit down, but you know, we were already in the semis and we still played well. And then one half against Gala. That's the only half really that Gala's cost us everything. I mean, and a lot of things happened in that half. I mean, anytime we kind of made a run a little bit back, they made big plays and they stayed ahead of us and we kind of froze at some point. Obviously we would like to turn the clock back and play that half again, but we can in sports. So we can just grow from it, learn from it, all of us, players, me included, and get better for it. That's it. Ну, единственная четверть, которая стала исключением во всей вот этой кампании, это та первая половина против Галатасарая, которую мы сыграли. Да, может быть, в первой игре начало было не очень таким однозначным, но это можно связать с тем, что у нас в марте не было таких серьезных игр, важных игр. Мы провели очень хорошую игру против команды Буржа, и вот это вот единственные полуигры против Галатасарая, которые как бы разрушили все, что мы строили до этого.
И в эту первую половину против Галатасарая во время игры очень многое происходило. Каждый раз, когда мы пытались сократить счеты, нам это немножко удавалось. Они разыгрывали очень сильную комбинацию и забивали свои очки. И это действительно нас шокировало и просто ввело в ступор, наверное. Но, тем не менее, конечно, хотелось бы, наверное, повернуть время вспять, переиграть эту первую половину и сыграть, показать тот баскетбол, на который мы способны. Но это спорт, и мы не можем этого сделать. Просто сейчас нужно вынести уроки из этого.